Ахмед Шадыжев – один из победителей конкурса на лучшее эссе, организованного Министерством по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии. Он вернулся из поездки в Брест. Мальчик признается, это было невероятно. Впервые выехав за пределы региона, он увидел места, о которых раньше только читал. Брестская крепость, музеи, рассказы экскурсоводов. Все это, говорит Ахмед, помогло больше узнать о подвиге защитников Родины. Больше всего мне понравилась Брестская крепость. Там находилось очень разное, много статуэток, также аллея славы и аллея фонарей. А что тебе там понравилось на аллее фонарей? Там были очень разные фигурки, и очень было красиво и чисто. А в целом впечатления от Бреста какие у тебя? Хотел бы ты туда еще раз отправиться? Да, там потому что очень красиво, очень чисто и очень много разных интересных людей. Такие образовательные поездки бесценны для подрастающего поколения. Они позволяют увидеть места героических событий своими глазами, прочувствовать величие подвига защитников Брестской крепости. Радость от поездки Ахмеда разделяет вся его семья. Такие вот поездки приводят детей к тому, что они более интересуются историей, они хотят принимать участие в каких-то еще конкурсах, исторических конкурсах. По возвращении даже он начал уже из интернета черпать какие-то новые источники, что-то новое узнавать по Бресту. Получил максимум эмоций, делился с ними, был очень доволен и рад. Хочется сказать спасибо большое организаторам этого конкурса. Поездка в Брест – яркий пример того, как история из книг оживает, становясь частью личного опыта. Ребята увидели, что именно наши земляки, которые там захоронены, это и Эсмурзиев, и Цичоев, они увидели, потрогали, послушали их биографию из уст экскурсовода, а экскурсию нам проводили и сам директор, и заместитель. Вот. Ну и, конечно же, была такая культурная программа. Поездку в Брест заслужили не только авторы лучших эссе, но и победители викторины, также организованной Минацем Ингушетии. Условия были просты. Побеждал тот, кто давал правильные ответы на вопросы о Великой Отечественной войне быстрее всех. Одним из таких знатоков стал Мурат Арчхоев. Он отмечает, прочный фундамент знаний о героическом прошлом Родины заложила в нем еще советская школа. Поездка в Брест стала для него возможностью освежить эти знания и увидеть легендарную цитадель воочию. Учебники истории нам учили общую информацию, а там экскурсовод Инна Викторовна, прекрасный человек, специалист своего дела, она нам рассказала некоторые тонкости обороны Брестской крепости, в котором в том числе участвовали и наши земляки, ингуши. И это как бы стало бесспорно подспорьем в моих будущих познаниях истории. Организация таких патриотических акций – важная часть работы Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации республики. Они нацелены на сохранение исторической памяти среди молодежи и укрепление чувства гордости за подвиг предков. Были достигнуты договоренности с отделом образования города Бреста и руководством мемориального комплекса. Они нам оказали содействие в проведении данных мероприятий и создали максимально комфортные условия для наших детей, чтобы они могли узнать историю Великой Отечественной войны, понять значение этой победы. Ну, в общем, дети довольны, сопровождающим тоже все понравилось. Экскурсия по городу Бресту прошла, экскурсия по мемориальному комплексу, основным памятным местам. Участники поездки возложили цветы к вечному огню в городе. Это не последняя такая поездка. Уже в начале августа Минац Ингушетии планирует отправить группу юных патриотов по местам боевой славы. 5 финалистов конкурса на лучшее эссе получат уникальную возможность посетить город-герой Волгоград, Сталинградская битва, Мамаев-Курганы. Эти символы несгибаемости духа советского солдата станут следующей страницей в их живом учебнике истории. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз, 24.